эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, и вот о чем расскажем вам сегодня. Перед закрытием ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях успешно завершена переброска грузов. Все контейнеры и товары, доставленные железной дорогой, переправлены на левый берег реки Лены. Перебрасывают в межсезонье и накопившиеся осадки. Жители Мархи готовятся к подтоплению. Здесь появился незаконный снежный полигон. Вместо детей взрослые сели за парты. В столице республики прошла всероссийская акция ЕГЭ для родителей. От мусора к шедеврам в Якутске открылась конференция «Отходы в доходы». Ее сердце – выставка работ из вторичного сырья. Республика рвется в бой. Юношеские футбольные команды готовятся к новому сезону дальневосточной ЮФЛ. Льготная ипотека под 2% годовых серьезно изменила рынок жилья на Дальнем Востоке и в Арктике. Общий объем выданных кредитов превысил 1 триллион рублей, а более 200 тысяч семей уже купили или построили жилье по программе. Чаще всего ее используют в Приморском крае, Якутии и Хабаровском крае. На эти регионы приходится больше половины всех дальневосточных льготных ипотек. Участниками чаще становятся молодые люди 30-40 лет. Изначально рассчитанная на молодые семьи программа расширилась. Теперь льготную ипотеку могут получить медики, педагоги, участники СВО, работники ОПК, многодетные семьи, участники программ «Гектар» и земский работник культуры. В Якутске завершили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Дагестана. Всего собрано более 800 килограммов. Так собраны предметы первой необходимости, одежда, обувь и постельные принадлежности. Откликнулись министерства и ведомства, предприятия, народные депутаты Госсобрания, Счетная палата республики, центры гуманитарной помощи, образовательные учреждения, региональное отделение Ассамблеи народов России, национально-культурные объединения, а также неравнодушные жители Якутска. В ближайшее время гуманитарный груз направят из Якутска в Дагестан. Перед открытием навигации власти усилили меры безопасности на водоемах. Правоохранители проводят рейды и напоминают о серьезной ответственности за нарушения. В прошлый летний сезон из-за несоблюдения правил безопасности пострадали 17 человек. По всем случаям завели уголовные дела, а виновных наказали, в том числе с конфискацией судов. Нарушителям правил эксплуатации придется нести ответственность. В связи с этим повторно разъясняется об уголовной ответственности по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, где виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Если же оказание услуг по перевозке пассажиров не отвечает требованиям безопасности и при этом повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью, либо смерть граждан, это может повлечь уголовное наказание по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией транспортного средства. Ну а к закрытию ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях все контейнеры и товары, привезенные железной дорогой, были выгружены и доставлены на левый берег реки Лены. Подробности в следующем материале. За первый квартал компанией «Железные дороги Якутии» было перевезено 1,8 миллионов тонн грузов. Грузооборот увеличился на 6%. О завершении северного завоза и о будущих планах состоялся разговор с грузополучателями в молодежном центре «Патриот». Северный завоз в республику завершен. Все задачи, поставленные перед железнодорожниками Якутии, были выполнены. Первый квартал 2026 года показал положительный рост в динамике объема ввоза продукции в республику на 10%. Грузополучателя интересовал новый маршрут – Республика Беларусь, Москва, Нижний Бестях. Укрепление сотрудничества с белорусскими производителями обеспечит обоюдный доступ к широкому ассортименту товаров. Затрачивается порядка 19 дней от места погрузки в Республике Беларусь до места выгрузки в городе Якутске или в целом в Республике Саха-Якутия, в любом городе, куда идет товар. Для этого создана логистическая схема, которая на сегодняшний день отработана и успешно работает. В центре России грузы Якутии консолидируются на территории станции «Столбовая», расположенного в Чеховском районе Московской области. Здесь обеспечивается прием и хранение грузов, упаковка и складские услуги. На сегодняшний день мы отправили, а Якутия получила 122 ускоренных контейнерных поезда. Это в марте мы перевалили за 10 тысяч контейнеров, отправленных на Якутию. Каждый контейнерный поезд доходит со Столбовой
тепловой до города Якутска за 2 недели. То есть 12-14 дней гарантированно ваш груз находится в Якутске. Через станцию Нижний Бестях за 3 месяца текущего года перевезено 555,5 тысяч тонн груза, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная задача по обеспечению северного завоза выполнена в полном объеме. Власий Сергеев, Анатолий Гоголев, Нижний Бестях, Якутск. В период интенсивного оттаивания грунта с 21 мая по 19 июня на дорогах регионального и межмуниципального значения введут временные ограничения по осевым нагрузкам транспортных средств для сохранения дорожного полотна. На участках дорог будут выставлены передвижные посты весового контроля. В соответствии с установленным порядком введения временных ограничений движения указанные ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов и ряд других перевозок. Ну а вскрытие рек на территории Якутии ожидается на 3 суток раньше срока. На реке Алдан, в свою очередь, предполагается преждевременное вскрытие на 2-4 дня. Вероятно, образование заторов льда на реке Лени в пределах Ленского, Хангаласского, Намского районов и пригородах Якутска. На реке Вилюй затрудненное прохождение льда ожидается в Вилюйском районе. На Колыме заторы ожидаются в Верхнеколымском и Среднеколымском районах. В случае образования заторов максимальные уровни воды могут повышаться на 1-2 метра и превышать опасные отметки. Для мониторинга обстановки будет задействовано 213 гидропостов. На данный момент производится мероприятие по ослаблению прочности льда на реках Лена, Колыма, Вилюй, Алдан, Амга, Нюя, Тока. Проводится работа по распиловке на 7 участках в объеме 41 километра и зачернение на 85 участках в объеме 859 га. По состоянию на 21 апреля фактически распилено 39 километров, что составляет 95,1%, а также зачернено 771 га, что составляет 89,7% исполнения. Социальный фонд России пересмотрит выплаты многодетным семьям в конце мая, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Проактивный пересчет пособий будет произведен тем, кому было отказано соцфондом, начиная с 1 января 2026 года. Для семей, которые не проходили по условиям назначения единого пособия из-за превышения дохода до 10%, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума на 1 год. Те, кто попали под изменения, предусмотренные в нормативно-правовой базе, получат пересчитанные выплаты с 1 января 2026 года. Знакомство с процедурой проведения экзамена и проверка знаний. В столице республики прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В юбилейной сдаче единого госэкзамена по русскому языку приняли участие 36 человек. О порядке проведения проверки знаний и ее особенностях узнаем у Анастасии Пуляевой. Перед 36 родителями выпускников стала важная задача – ознакомление с порядком проведения и проверки работ единого госэкзамена. Апробация знаний состоялась в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая стартовала в республике уже в 10-й раз. Когда мы проводим такие акции, родители знакомятся с процедурой проведения экзамена, как все проходит, как дети проходят, получается определенные пункты, пункты досмотра, сдачи документов, определенные рассадки. Они знакомятся с тем, как происходит внутри аудитории сам процесс экзамена, то есть распечатка материалов, как и все, как реальный экзамен. Мы здесь проводим апробацию и показываем родителям, что экзамен, он не так уж и страшен. Среди особенностей сдачи ЕГЭ родителями выделяется сокращенный формат проведения экзамена и проверка выполненных работ. Результаты используются только в целях ознакомления с процедурой оценки. Среди сдающих есть и те, для кого участие в акции стало традицией. В их числе и Юрий Шишигин, учитель математики и информатики с 22-летним стажем. И задания сильно не меняются, но они сопоставимы, именно сопоставлены со школьной программой. И мы, учителя, знаем, допустим, к заданию 3, допустим, подходит тема 7 класса, 2 четверти, какого-то урока. И, допустим, уже акцент делаем и готовим детей целенаправленно. Единый государственный экзамен – это ответственный этап, вызывающий волнение как у выпускников, так и у их родителей. Для взрослых важно не только морально поддержать детей, но и продемонстрировать солидарность своим участием. Решила так принять участие, чтобы показать
пример своему ребенку, что это как праздник знаний, проверяются знания, которые были получены в школе в рамках учебного плана. Выполнив задание, родители смогут оценить формат проведения и контрольно-измерительных материалов. Но самое главное – это поддержать своих детей примером. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. Приморский край занимает лидирующие позиции по развитию креативных индустрий среди регионов Дальневосточного федерального округа. В крае представлены все сферы креативной экономики, от дизайна и гастрономии до кинопроизводства и моды. О том, как развивается креативная экономика Приморья, в следующем материале. В Приморском крае представлено более 2000 организаций, задействованных в креативной экономике, общая выручка которых составляет более 65 миллиардов рублей, что составляет около 1,5% вклада в экономику Приморского края. По выручке топ-сферами стали архитектура, программное обеспечение, реклама и пиар. Мы как структурное подразделение Центра «Мой бизнес» сфокусированы именно на креативных предпринимателях. Мы индивидуально сопровождаем креативные проекты, то есть предприниматель может обратиться к нам, представить свой проект, мы его совместно доработаем, усилим с экономической точки зрения и дальше также индивидуально сопровождаем по взаимодействию как с органами власти, так и с другими институтами развития. Есть у нас дизайнер, известный уже достаточно Александр Варлаков, который принял участие и закрывал Московскую неделю моды со своей коллекцией. Мы помогли в части создания фотоконтента. В Приморском крае одним из активно развивающихся направлений креативных индустрий является кинопроизводство. По словам исполнительного директора студии постпродакшена, их компания специализируется в создании спецэффектов для кино и сериалов. Команда студии также принимала участие в создании графики для таких кинофильмов, как «Чебурашка», «Красный шелк», а также фильм «Мира». Мы выстраиваем сильные коллаборационные связи со студиями и творческими специалистами внутри Дальнего Востока. Вот, к примеру, год назад мы участвовали в Якутском форуме креативных индустрий, который был организован якутами на просто высшем уровне. Мы верим, что в ближайшие годы креативная индустрия в России будет развиваться. И, по нашему мнению, это хорошее поле для коллаборации регионов, к примеру, Приморского края и Якутии. По данным Высшей школы экономики, Приморский край занял 44 место в рейтинге креативных регионов России за 2024 год. По общей оценке развития креативных индустрий среди регионов Дальнего Востока Приморье занимает 2-е место. Решила себя попробовать, мне очень понравилась команда, с которой я начала работать. Конечно, попасть в мир кино было удивительным, чем-то таким для меня, поэтому я остаюсь в этой профессии, мне очень нравится, я кайфую от того, что делаю. Я занимаюсь проверкой материалов, которые нам приходят, с которыми мы работаем. Добавляю какие-то объекты, добавляю графику в кино и рекламу. В 2024 году Приморский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов России по внедрению стандарта поддержки креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Якутяне подали в образовательный комплекс «Точка будущего» 2725 заявок на зачисление в школу и детский сад. Об этом сообщила администрация учреждения. Поступление проходит на конкурсной основе. В старшие классы в этом году набор не ведется. Сейчас команда «Точки будущего» обрабатывает заявки и готовится ко встречам с семьями. Уведомления будут приходить в личные кабинеты и на электронную почту. Ну а пока в Якутске начала свою работу республиканская научно-практическая конференция «Отходы в доходы». В рамках нее открылась выставка работы с вторичного сырья. Виктория Готовцева продолжит тему. Здание Бурдж-Халифа, легендарный корабль «Титаник» и Эйфелева башня из картонных кусочков. Удивительный результат творческого подхода и фантазии воспитанников адаптивного образовательного комплекса. Даже из картона или мусора можно сделать декор. Когда клеишь фигурки, но может рассыпаться. Петр Шевелев ведет кружок «Картонажное дело». Он не просто обучает детей навыкам творчества, а формирует у них экологическое сознание и понимание бережного отношения к природе. В основном в одном месте сидишь, и нудная работа это. Но у нас дети особенные, поэтому они любят такое дело. Сидим и делаем нашу работу.
детям им нравится. Музыкальные инструменты, игрушки, интерьерные картины и многое другое. Так на сегодняшней выставке наглядно демонстрируется, как можно преобразовать отходы в искусство. 87 одноразовых стаканчиков из-под кофе воспитанники Мюрюнской станции юных натуралистов превратили в гигантских одуванчиков. Вырезали дно, потом примерно получилась такая конструкция, потом разрезали пополам. Дальше у нас получается коврик. Мы намечаем, откуда мы будем дорезать. Вырезаем, получается примерно 3-4 штуки. Потом делаем из них некий дождик. Оно сгинается, берем наш клей и клеим на нашу шпажку. Острую часть мы оставляем. Втыкаем нашу основу и получаем одуванчик. Целью мероприятия является привлечение внимания к экологическим вызовам, в том числе к поиску новых методов использования вторсырья. В рамках мероприятия проходит и конференция. В работе секции обсуждается поиск новых методов переработки, их практического применения в условиях нашей республики и формирования экологической культуры среди населения. Сегодня у нас собрались где-то больше 100 участников конференции. Именно это школьники, это студенты, аспиранты, магистранты, научные сотрудники молодые с научных учреждений и университета. Для того, чтобы в будущем как-то минимизировать эту проблему, мы стараемся привлечь к этому мероприятию максимально большое количество населения республики, в том числе и детей. Выставка «Отходы в доходы» стала площадкой для обмена идеей и опытом. Она напомнила всем нам, что даже самые обыденные вещи могут обрести новую жизнь и стать источником вдохновения. Виктория Готовцева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске определили лучшего сварщика. Заявки подали 9 специалистов. Участники выполняли практическое задание. Нужно было сварить металлические пластины двумя способами – электродуговым и полуавтоматическим. Жюри оценивало качество швов, объем и скорость работы. Победителем стал Андрей Слепцов. Второе место занял Аял Еремеев, а третье – Николай Андросов. Теперь лучший сварщик представит регион на окружном этапе, а победители с Дальнего Востока смогут побороться за победу в финале конкурса в Москве. В сравнении с прошлым годом, в этом году задания были очень, так сказать, простые. Пластины заварили. Легче было, чем в прошлом году. В прошлом году было трубу под 45 градусов, а в этом году пластины. И мне кажется, это легко было. Якутск готовится принять турнир по боксу «Битва за контракт». Его участники прошли последний рубеж – процедуру взвешивания. Помимо подтверждения весовой категории, спортсмены проверили друг друга на прочности в битве взглядов. Традиционный стредаун провели легенды бокса олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, Георгий Балакшин и Василий Егоров. Напомню, битва за контракт состоится 23 апреля в Центре спортивной подготовки «Триумф». В главном бою вечера сойдутся пятикратный чемпион Узбекистана Бургут Хаджибоев и полярный волк Михаил Варламов. Весогонка всегда бывает тяжелая. Просто мы этот план именно весогонка поменяли. Обычно мы гоняем за 1,5 месяца, а сейчас просто за 2 дня, воду убрали. Из-за этого там чуть-чуть потяжелее было, а так нормально. Достойный соперник. От боя к бою уже этот соперник уже серьезный становится. Хороший бой будет. Для молодых боксеров это всероссийский же проект. И для них уже толчок будет, стимул, чтобы дальше это развиваться и подписать контракт. В Якутии стартовал турнир по боксу, посвященный памяти кавалера Ордена Мужества, участника специальной военной операции Егора Татаринова. Соревнования также приурочены к столетию военного образования и проходят на базе Якутской кадетской школы-интерната. Поединки проходят в нескольких возрастных категориях среди юношей и юниоров. В состязаниях участвуют боксеры из Хангаласского, Чурапчинского, Намского и Горного районов, а также воспитанники спортивных школ и клубов Якутска. Соревнования продлятся 3 дня. 23 апреля пройдут предварительные поединки. 24-го состоятся полуфиналы, а 25 апреля зрителей ждут финальные бои. Этот турнир у нас проводится ежегодно. С недавних пор носит имя Егора Татаринова, выпускника этой школы, который погиб на СВО. У Егора были очень хорошие данные, очень многим
многими видами спорта занимался, но профилирующим был вот этот бокс и рукопашные виды боя. Ну, рукопашный бой получается. И состязание проводится среди юношей, поэтому будем тоже смотреть, наблюдать очень хорошие бои. Ну а якутские юношеские футбольные команды готовятся к новому сезону турнира «Дальневосточный ЮФЛ». Так, усиленная подготовка к ним стартовала с началом этого года. Команда до 16 лет пополнилась новым составом, а ее бывшие участники вышли на ступень выше в группу до 18 лет. Первая встреча состоится уже в середине мая во Владивостоке, где пройдет первый круг игр. Там же сборная команды республики встретится с представителями Хабаровского края. Всего же в текущем сезоне запланировано 7 выездных соревнований и 1 гостевое в Якутии. Данный турнир юношеской футбольной лиги у нас, это считается старший возраст. Какие-то ребята уже будут участвовать 2-й год, какие-то 3-й год, какие-то уже 4-й год будут представлять нашу республику на этих играх. Поэтому стараемся сделать сформировать наиболее боеспособный коллектив, у них уже имеется опыт за плечами в этих играх. И надеемся, что в этом году выступим как можно лучше. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.